Всем привет! Добро пожаловать в канал ММС. Это мой первый фабик про One Piece. One Piece Адмирал Кровавого Тумана. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. Так, если кто-то есть, то приятного аппетита. Давайте начнем. Том 1. Ребенок в цепях. Глава 1. Начало. В 1050 году Норд Блю. Где-то в холодных водах Северного моря раскинул большой остров, не бедный, не забытый. В его центре возвышался огромный замок, каменный, тяжелый, словно давящий на саму землю. По стенах ходили люди в черных одеждах, в их руках было оружие, на лицах пустота. Это была мафия, охрана замка, те, кто решили, кому жить, а кому нет. Сознание вернулся не сразу. Сначала была тишина, глубокая, глухая, как будто мир затеял дыхание. Потом запах, тяжелый, сладковатый, смесь дорогого алкоголя и крови, который давно не смывали. Кай открыл глаза. Потолок был чужим, высоким, белым, с резными узорами, слишком роскошный для больницы, слишком холодный для дома. «Где я?» сказал он. Он попытался пошевелиться. Тело не послушалось. Маленькие руки, слишком легкие, слишком слабые. В этот момент память ударила. Не его, чужая. Она не пришла постепенно. Она обрушилась. Кай понял все сразу. Он умер и переродился. Он переродился в мире One Piece. Норд Блю, в тело ребенка, который не принадлежал себе. Он не знал, что чувствует. Радость, грусть, мысли путались. Наверное, стоит представиться. Меня зовут Кай. В прошлой жизни мне было 20 лет. Я учился в колледже, работал каждую ночь, чтобы зарабатывать на еду для мамы и младшей сестры. Отец у нас не было. Точнее, он был. Он был алкоголиком. Каждый день он избивал меня, маму, сестру. Потом он умер от алкоголя. Но перед этим он успел сломать маму не только морально, но и физически. Из-за травмы он больше не могла работать. С того дня я жил только ради них. Работал днем, работал ночью. А потом мама умерла от последствий тех самых травм. В этот день я поклялся, что позабочусь о младшей сестре, что она никогда не будет жить так, как мы. Но я не сдержал обещания. Когда я забирал его из школы, на нас напали какие-то парни. Я сказал ей бежать, позвать на помощь. Они били меня сильно, жестоко, а потом прямо в моих глазах. Они изнасиловали его и убили. Последнее, что я услышал, был его голос. «Пожалуйста, помоги мне, старший брат». После этого я потерял сознание. Я очнулся в больнице. Врачи сказали, что не могли спасти его. После этих слов я словно отключился от мира. Я не слышал, что они говорили дальше. Потом я больше не смог это терпеть, и я сбежал из больницы. Бежал по улицу, не видя дороги. Шел синий дождь. Когда я пришел в себя, я стоял посреди дороги. И тогда из ниоткуда появилась машина. На огромной скорости. Последнее, что я чувствовал, облегчение. Так закончилась моя история. А теперь начинает история в теле ребенка, который я переродился. Кай медленно закрыл глаза. Замок, тишина, чужое тело. Если это ад, то я выживу в нем. Но вот так заканчивается первая глава.